Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем знакомиться с традиционной якутской посудой. Посуда – это не только емкость для хранения и приема пищи, но и отражение богатой и разнообразной культуры народов мира. У каждого народа, в зависимости от места проживания, особенности организации быта, своя неповторимая посуда. Кто и какую пищу потребляет, можно узнать по национальной посуде. Весьма специфична и якутская посуда. Чем же уникальна якутская посуда? У якутов не было очень много посуды. К каждому предмету они относились очень бережно. В основном посуда была сделана из дерева и бересты березы. Вся посуда обязательно украшалась разными орнаментами. Это делалось не только для красоты, но и носило сакральный смысл. Орнаменты были призваны защищать тех людей, кто ел из этой посуды. Орнаменты имели разные значения. Берестяная посуда также украшалась узорами. Мастерицы шили посуду разным швом. Это тоже имело особое значение. Берестяная посуда шилась с помощью жил животных. И деревянную, и берестяную посуду мастера промасливали, чтобы она долго служила. У каждого члена семьи была своя посуда, которая обычно хранилась на общей полке в северной стороне юрты. Большую посуду с ручками подвешивали на деревянные крюки, а посуда поменьше хранилась на полке. За хранение и содержание ее в чистоте, как и у всех народов, отвечала женщина. Посуда по-якутски называется игит. Игит – это вместилище, сосуд, посуда, хозяйственная утварь. Давайте мы с вами ознакомимся с разновидностями якутской национальной посуды. Я вам буду показывать картинку и рассказывать о ее предназначении. А потом будем тренироваться в правильном произношении названия якутской посуды. Сначала мы рассмотрим изделие из дерева. В самом начале хочу рассказать вам о чароне. Чарон – символ традиционной культуры народа Саха. С чароном связано богатое мифокультурологическое начало якутского народа. Сосуд, согласно нашим якутским преданиям, представляет собой модель Вселенной. Поддон олицетворяет нижний мир, где обитают злые духи. Средняя часть – средний мир, где живут люди. Чарон – это выдолбленный из дерева орнаментированный кубок с одной или несколькими ножками, предназначенный для питья кумыса. Он щедро украшается орнаментами. Орнамент представляет собой повторяющиеся вырезанные геометрические фигуры, расположенные по окружности чарона в виде чередующихся параллельных рядов. Делается чарон из березы или лиственницы. У чаронов, снабженных 3-4 ножками, ножки делаются в форме лошадиной ноги с копытами и иногда украшаются орнаментом. В верхней части чарон украшается плоским медным или серебряным ободком с подвесками из серебряных орнаментированных пластинок. В зависимости от размеров и формы бывают разные виды чаронов. Чарон аях, керен аях, тойон аях, селях аях, саты аях, үз атақтақ чарон, чарохой. Чарон символизирует изобилие, счастье и богатство. Существует выражение «джол чарона», что означает «чарон счастья». Алгыстах чарон обозначает «благословленный чарон». Толорукымыстах чарон – чарон, наполненный кумысом. Также есть очень хорошее выражение, которое звучит таким образом. «Пусть жизнь ваша будет наполнена изобилием, как наполненный игристым кумысом чарон». На якутском это звучит таким образом. «Кырылы кынер толорукымыстах чарон курдук уйгубыян олохтону». То есть пожелание счастливой жизни и благодатной. Существует еще другое выражение, связанное с чароном. «Чарон курдук чочуллубут» – выточенный как чарон. Это относится к женской фигуре, которая является символом плодородия у наших предков. Друзья мои, давайте научимся правильно произносить название данной посуды. Чорон.
Чорон. Обратите внимание на то, что во второй половине слога звук О нужно произносить долго. Чорон. Теперь все вместе повторяйте за мной. Чорон аях. Чорон аях. Чорон аях. Керен аях. Керен аях. Кириен аях. Тойон аях. Тойон аях. Тойон аях. Селех аях. Селях аях. Сиелех аях. Саты аях. Саты аях. Саты аях. Үс атақтақ чорон. Үс атақтақ чорон. Үс атақтақ чорон. Чорохой. 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 Давайте рассмотрим вторую посуду. Она называется кытыя. Кытыя – деревянная орнаментированная чаша средних размеров. Емкость от 2 до 4 литров, иногда снабжена серебряным или медным ободком с подвесками. Служит посудой для супов, мяса, каши, ухи и другой пищи. Повторяйте за мной. Кытыя. 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 Следующая посуда – туяс. Как вы обратили внимание, это слово произносится с ударением на первый слог. Туяс – небольшой берестяной сосуд с деревянным дном и деревянной съемной крышкой, сшитой шнурами из конного волоса или расщепленного корня лиственницы, из одного или нескольких кусков бересты и имеющей чаще всего широкую форму. Стенки туяса состоят из 2 слоев бересты. Внутренний слой иногда делается из бересты, снятой со ствола в виде полного цилиндра без предварительного разрезания ножом при помощи небольших березовых клиньев. Крышка снабжена небольшой кольцевидной ручкой, к которой обычно привязывают веревку. Шов внешней стенки бывает иногда плетеным и снабжен орнаментикой. Вместимость от 1 до 4 растительных продуктов, составляющих провизию косарей, охотников и путников. Повторяйте за мной. Туяс. 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 Повторим лексику по этой теме. Я буду произносить слова, а вы повторяйте за мной. Чорон. 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 Туяс. 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 Кытыя. 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 Игит. 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 Игитчит. 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 Вика, это что за посуда? Это не кытыя и не туяс, это чорон. Да. А для чего его использовали? Для кумыса.